Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Мы находимся в столице республики на территории закладки Парка Победы. Это недалеко от аэропорта, город Якутск. Пойдемте посмотрим. Добрый день. Вы сегодня представляете кого? Бойца Красной Армии образца 43-го года. Что за вооружение? Ну, скажем, вот здесь сейчас видим ППС 43. Ну, 43-го года, значит. Вот это у нас ППШ. Или в народе папаша. 41-го года. Так. А это у нас уже ППШ с рожковым магазином, такие уже пошли. Они все действующие экземпляры, да? А? То есть они уже боевые, настоящие? Не. Они все уже деактивированы. Ну, то есть стволы опущены через электричество, стволы все залиты металлом. Не, ну понятно, они же настоящие. Ну, в целом, да, настоящие. Только не боевые, правильно? Ну да. А вот рядом с вами товарищ кого представляет? Ну, я представляю партизана польского. Да, у меня погонов нету, ничего нету. Поэтому... А что означает ваша треуголка? Это конфедератка, польская пилотка. Это... Ну, народная польская головной убор, военный. Это народная армия польская или как? Не, это, ну, ПНР, Польская Народная Республика потом. А вы можете рассказать, вот там еще стоят два образца, я смотрю, это станковый пулемет Максим, да? Да, это станковый пулемет Максим. Это вот этот экземпляр, да, Максим, это тот пулемет, который, ну тот образец вот там находится после всех. Героя Советского Союза Лонгинова Владимира Дионисовича. Лонгинова. А, у него, по-моему, ДП 27 был. А можете рассказать об этих экземплярах? Вот противотанковые, да, это? Да, это ПТРС и ПТРД. А в чем разница? Ну, у ПТРД 5 патронов было. Нет. Это у ПТРС сейчас 5 патронов, и он автоматический. А вот фильм ПТРД... «Сражались за Родину». Кино было, они сражались за Родину. И там герои носили вот эти вот орудия. Это какие? То или он то? У них, по-моему, был ПТРС пятизарядный. Они сбивали самолеты, танки. И вот смотрю, еще что-то там, миномета, да? ПМ. А можно подойти да рассказать, Можно, что это конечно. такое? Это наш или немецкий? Это наш миномет ПМ-37 вроде. Полковой, большой миномет. Его как носили? Ну, его На себе? бывало на себе, бывало перевозили. А так при боевых обстоятельствах ее носили с таким целиком, переносили. А когда при походе, там при марше, ее могли разобрать и нести по частям. Вы не в курсе, сколько он весит? Ой, ну, не знаю, но один человек точно не поднимется. Вот это все на себе. Клуб исторической реконструкции РКК, вот смешанный состав, там красноармейцы до 43-го года, после 43-го года и немецкая пехота. А вот вы кого вы сейчас представляете? 45-й пехотный полк, 45-я пехотная дивизия, 130-й полк, 1-й батальон. То есть амуниция была, а разница есть с нашей? Или в чем да. удобнее ходить, нас, проще говоря? У немцев немножко более продумано, а у нас больше на войну рассчитано, скажем так. А граната это обязательно было, да? Ну, любому пехотинцу положено было несколько гранат. А вот Но она была немножко неудобна для применения. Во-первых, терочный взрыватель отсыревал. Во-вторых, время горения, то есть там приноравливались. Поэтому на смену М24 появилась, не на смену, а вместе с М24 позднее появился М39 яйцо. А вот сзади вас винтовка, да, она... Это карабин. Карабин, да? Это Кар-90. немецкий или с нас Да. идет? Нет, это Кар-98, основное оружие пехоты вермахта. Сколько зарядов? Пятизарядный, 5 патронов в магазине. Болтовка. Он в нашей линейке насколько легче?
Он не то что легче, он еще и короче нашей трехлинейки. То есть, то есть небольшая. такая же примерно, 1500. То есть, вот этот карабин со штыком, а мосинская винтовка без штыка вот такая. Вот как вы считаете, враг, который противостоял нам бойцов, достаточно был хорошо экипирован? Это был хорошо подготовленный, грамотный враг. Мы победили в тяжелой борьбе умного и грамотного противника. То есть сказать, что мы просто так победили, шапками закидали, нельзя. Это была тяжелая битва с тяжелым опытным врагом и многочисленным. И как вы считаете, вот закладка парка, они должны вот рассказать о противнике все-таки, парк Победы? Нет, это именно парк нашей победы. То есть это память нашей победы над врагом. То есть там не должно быть как такого упоминания. Кстати, своего товарища, вот он, наверное, тоже что-то представляет. Он Николай, это Николай. Владимир. Владимир. Это отдельный, да, это, вот, как сказать. Нет, у него чисто немецкое подразделение. У меня ближе к австрийцам, то есть 45-я пехотная дивизия формировалась в основном из австрийцев, граждан террора. А это вот, нет, форменное бандирование одно и то же практически. Разница идет в том, что у него вот Y портупея, да, повернемся, она у него круглая, а у меня пятиугольная. То есть у вас больше можно запихать? Нет, у меня разница в деталях, а так в снаряжении практически одинаковая. Просто у него конкретно пехотная дивизия, 26-я танковая дивизия, пехотное подразделение, панцергренадер, а я чисто пехотинец. Он на БТРе катался, а я пешком ходил. Понятно. Спасибо. Погибнет геройски. Опросите его. С какой целью они пришли сюда? Противник понес значительные потери. 16 ноября по 6 декабря по далеко не полном данным нашими войсками было уничтожено и захвачено, не считая действий авиации, танков 777, автомашин 534, орудий 178, минометов 119, пулеметов 224. Потери противника убитыми 55 170 человек. 6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате нашего наступления окружили город Клин. Войска генерала Кузнецова, захватив город Яхрому, преследуют отходящую 6-ю, 7-ю танковые и 23-ю пехотную дивизии противника и вышли юго-западнее Клина.
Войска, где начальником штаба генерал Сандапов, преследуя вторую танковую и 106-ю пехотную дивизии противника, заняли город Солнечногорск. Войска генерала Рокоссовского, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковую дивизию СС. Войска генерала Волгина, разбив северо-восточнее Тулы, 4-ю танковой дивизии и полк СС, Великая Германия противника, разбивают наступление, тесня и охватывая 290-ю пехотную дивизию противника. Первый гвардейский кавалерийский корпус Товарищи, Белова. на этом все.